Выступая на собрании, посвященном религиозной дискриминации, члены Конгресса США вновь выразили тревогу по поводу нарушений прав человека и репрессий, которые Китай применяет к уйгурам и другим тюркам в Восточном Туркестане. Выступая на программе, в которой приняли участие многие члены Конгресса, такие как республиканец Крис Смит, глава уйгурского движения Рушан Аббас подчеркнула, что Китай содержит в тюрьмах и лагерях миллионы уйгуров и других тюрков, игнорируя все их права, в том числе и свободу вероисповедания. На встрече также выступили представители правозащитных организаций, делегация Международной организации амнистии и представители различных этнических групп. Китайский поэт из района Шандунь, исповедующий ислам, был задержан после публикации комментария о концентрационных лагерях, построенных китайскими властями в Восточном Туркестане и тотальном контроле общества. Цуй Хаосинь был известен под псевдонимом Ан Ран. Поэта задержали 24 января в городе Цзинань. Несмотря на то, что поэт был арестован на основании угрозы безопасности общества, информация о фактической причине задержания отсутствует. Хаосинь известен как человек, критикующий политику китайских властей в отношении мусульман уйгурского региона. 12 января Хаосинь написал комментарий к истории китайской мусульманки, попавшей в лагерь перевоспитания. В Восточном Туркестане проживает около 1 миллиона китайских мусульман. Правительство принимает решение по сносу сотен мечетей. Ситуация в Восточном Туркестане – это не просто слух, пишет Цуй Хаосинь. В общей сложности 60 миллионов китайцев находятся в зоне карантина в связи с эпидемией коронавируса. Китайская армия окружила город Ухань. После появления сообщения о том, что военные открыли огонь по жителям города, попытавшимся выбраться из очага заражения, специалисты заявили, что администрация Пекина решила уничтожить Ухань. С другой стороны, правительство Китая сообщило, что число смертей увеличилось до 132, а количество заражений достигло 4515. Новый тип коронавируса, который появился в Ухане в декабре прошлого года и известный как загадочная болезнь, поскольку его происхождение неизвестно, был обнаружен в более чем 10 странах, основная часть из которых расположена в Азии. Согласно новостям Хабер Нида, уничтожение города Ухань, где был введен комендантский час, стоит на повестке дня. Из видеозаписей китайских новостных агентств видно, что на улицах города никого нет. Реакция мирового сообщества на мирный план, который президент США Дональд Трамп представил как решение израильско-палестинской проблемы, не заставила себя ждать. На своей странице в Твиттере Трамп поделился новой картой региона и комментариями на английском, арабском и иврите. Примечательно, что на карте, предложенной Трампом, Палестине выделен небольшой участок земли к востоку от Иерусалима, и имеется статья, согласно которой мусульмане не смогут посещать мечеть Аль-Акса без специального разрешения. Предложение президента США осудили Турция, представители Палестины, Иордании, стран Евросоюза и ООН. Министерство иностранных дел Турции заявило, что так называемый мирный план Трампа ничего не решит, и подчеркнуло, что палестинский народ и его земли нельзя купить за деньги. Центр геологических исследований США сообщил, что у побережья Кубы произошло землетрясение силой 7,7 балла. Предупреждение о возможном цунами для Ямайки, Кубы, Белизы, Гондураса и Каймановых островов отменено. Толчки также ощущались и на территории США.